Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что в жизнь вашу ворвется и чем для вас обернется. Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, что ворвется, кто ворвется? Здесь человек в лодке. Человека вы этого точно знаете. С правой стороны идет. Человек пытается приплыть к вам, но эту лодку не пускает женщина. Вот она стала, уперлась в корму этой лодки и не дает ей ходу, не дает возможности лодке плыть. Но не спешите расстраиваться, ведь тот, кто плывет, он очень мудрый человек, либо очень хитрый человек. Здесь будет какой-то ловкий маневр. Человек обманет эту женщину и все равно до вас доберется. У этого человека только одна дорога. Она к вам ведет. Возможно, этот человек вам давно уже обещал, что я к тебе приеду, я к тебе приду, я выберу тебя, я буду с тобой. Он это сделает. Фокус в том, что человек как-то прям совсем быстро до вас доберется. Либо прибудет в момент, когда вы, например, менее всего ждете, либо менее всего готовы. Но рядышком с вами будет. Стремится и ворвется. Тут никто его не остановит. Ни женщины, ни мужчины, ни погода, ни природа. Никто. Человеку очень хочется к вам. И человек до вас доберется. 100%. Так, еще в вашу жизнь ворвется какое-то письмо. Письмо, документ, послание, да, может быть, и электронное письмо. Произведет, конечно, впечатление на вас это письмо. Вы могли ждать чего угодно, но только не этого. Там что-то будет в нем такое написано, что сначала вас напугает очень сильно, либо вы разволнуетесь очень сильно, а потом, посидев, подумав, либо проконсультировавшись со знающими людьми, вы поймете, что это шанс. Это шанс, это возможность, это просто чудо произошло, что вы этот документ получили. Вот. Не бойтесь, ребят, если к вам приходят всякие разные письма. Не надо впадать в отчаяние, не надо биться в страхах, в истериках. Идите к знающим людям, они вам помогут, они вам все расскажут, все объяснят. И куда надо, скажем так, направят, да, все, что надо, вам скажут. Здесь документ. Документ напечатанный, либо написанный на бумаге, либо как напечатанный на компьютере. В виде электронном. Да, вот так правильно сказать. В электронном виде. Прямо оно у вас в корне. То есть прям совсем скоро произойдет. Так, дальше костер. У какого-то мужчины на вас горит. Вы меня извините, но что показывает, то я и вам передаю. Здесь очень страстный плотский интерес. То есть человек уже себя просто не может сдерживать, контролировать. Ему так вас хочется, что он готов, я не знаю, разрыдаться, биться об стенку головой и, не знаю, душу заложить, лишь бы с вами быть. Просто мужика свели с ума. Прям подчистую, да, мозги вылетели. Одна только похоть осталась. Девочки, если мужчина нравится, то он начнет действовать. У вас все сложится, все получится. Вы его настолько покорили, что он, кроме вас, ничего не видит в этом мире. А если мужчина не нравится, то тут проблема может возникнуть. Потому что в этом своем желании обладать вами мужчина готов пойти на что угодно.
Я, конечно, со своей стороны попытаюсь закрыть этот момент, но вы тоже должны об этом знать. Соответственно, нужно принимать меры. То есть одной нигде там не шастать. А если уж так и приходится где-то вот одной, либо с этим мужчиной как-то там наедине оставаться, вы уж там позаботьтесь, может быть, какой-то спрей, да, вот специальный, отпугивающий таких вот мужиков. А может быть, попросить кого-то из знакомых, чтобы рядышком с вами были. Потому что мужик просто вами одержимый. Да, одержимый. Вот кроме шуток. Действительно, крышу снесло, и он уже все, он не понимает, в каком он мире, что он чувствует, что он хочет. Нет, он понимает, что он хочет только вас. Да, он как интерес к жизни потерял. У него только один интерес. И этот интерес – это вы. Вот, чтобы вы для себя это понимали. Еще в вашу жизнь ворвется пингвин. Ну, по пингвину это очень ленивый человек. Нерасторопный, ленивый, прожорливый. Да, такой, чтобы дай, мне надо, я хочу, сделай для меня. Человек с левой стороны заходит. Скорее всего, либо это какое-то вынужденное сотрудничество, когда, например, на работе вам говорят, будешь работать в паре с вот этим вот ленивым пингвином. Либо это кто-то из родственников, да, потому что деться некуда, вам этого родственника вручают, либо из-за родственных связей вам просто приходится с этим человеком общаться. Очень ленивый, очень такой наглый и, как я сказала, очень прожорливый. Берегите, пожалуйста, себя, свои ресурсы, не только физические, да, но и то, что вы имеете там. Еду, продукты и все прочее. Человек просто вас достанет именно своей наглостью. Благо, ненадолго этот человек заходит в вашу жизнь, там буквально, может быть, пару недель, и потом как избавление от него идет, либо от нее. Но тем не менее, очень неприятные моменты вас могут поджидать в общении с этим человеком. Здесь как подсказка вам еще идет. Научитесь говорить «нет». Научитесь прежде всего удовлетворять свои интересы и потребности и научитесь поворачиваться спиной. Во навык. К этому пингвину вы должны поворачиваться спиной. И пусть делает, что хочет. Да? Главное, чтобы вы своим делом позанимались, либо свой интерес удовлетворили, а все, что уже этому пингвину достанется, тоже вас не волнует. Так, еще женщина стоит, и два мужчины ее делят. Один, ее тащит к себе, а другой говорит, нет, она моя. Здесь как женщину не могут поделить два мужчины. Может быть, в прямом смысле слова. Одна женщина, два ухажера мужчины, либо муж и любовник. Вы же у меня все разные. А у кого-то отыграются, например, два клиента, два заказчика, два партнера, два, например, предложения тоже могут быть. Да? Вот люди хотят сотрудничать с вами, либо общаться с вами, либо пригласить вас к себе на работу, чтобы вы на них поработали. Может быть, два покупателя, да, два покупателя. Вы что-то продаете, и два человека, они чуть за вас не подерутся. Очень такая пикантная идет история. Мои хорошие, у вас в голове семерка. То есть это ваш звездный час. Пожалуйста, его не потеряйте, да, не профукайте. Вы можете повышать ставки. В прямом смысле слова вы можете торговаться и повышать ставки. Допустим, да, банальный пример. Вы что-то продаете. Два клиента и оба хотят купить. А вы можете смело поднять цену, сказать, спрос растет, правильно, значит и цена будет расти. Либо если это два мужчины, которые хотят вас, хотят быть с вами, вы тоже можете поднимать ставки и говорить, а что ты ему не можешь дать, либо что ты можешь для меня сделать, а я хочу замуж, а я хочу то, я хочу это. То есть вы можете выбирать, семерка у вас в голове, ваш звездный час. То же самое с работой. Вы можете даже просить большую зарплату, лучшие условия, высшую должность. Звездный час, девочки, вот что летит в вашу жизнь. Смотрите, не пропустите, а то следующий будет не скоро. Так, еще что летит стремительно, врывается в вашу жизнь. Здесь очень похоже на посещение каких-то странных для вас мест, куда вы ранее не ходили, либо которые вы ранее избегали, да, какие-то места. Как тур у вас, как несколько дней, либо на протяжении
достаточно продолжительного периода вы куда-то будете ходить. Ходить туда, куда вы раньше не ходили. Здесь какая-то необходимость. Необходимость врывается в вашу жизнь. Может быть, будете собирать какие-то документы, может быть, будете оформлять какие-то документы, может быть, будете в какие-то разные инстанции обращаться. Ну, чем-то вы будете заниматься. У вас прям не все такие расписанные, подчистую расписанные, куда нужно сходить, с кем нужно повстречаться, с кем нужно пообщаться. Много движения, много дорог. Но дороги у вас идут снизу вверх. И внизу дорога узкая, то есть маленькое окно возможностей. А чем дальше вы идете, тем дорога больше расширяется. То есть ваше окно возможностей, оно тоже расширяется. Так, здесь у нас образ очень худой собачки. Очень худой. Худой и голодный. Но я так понимаю, что это ваш друг, либо ваша подруга в плохом состоянии. У человека может быть стресс, депрессия, человек может чем-то болеть, либо человек может оказаться в какой-то нужде. Вот. Это случится как-то прям неожиданно. И вы как сердобольный друг, как сердобольная подруга, конечно же, должны будете помогать. Помогать, выручать, утешать, не знаю, лечить, спасать. Да, этим придется вам заниматься. Ради этой благородной цели я вижу, что вы чем-то будете жертвовать, чем-то своим. Может быть, какими-то своими интересами, может быть, даже частично личной жизнью пожертвуете. Но друга, либо подругу на ноги точно поставите. Выручите, вы молодец, вы очень добрая душа. Высшие силы вас за это наградят. Наградят, и по-другому быть не может. В вашу жизнь ворвется какая-то правда. Есть два человека, очень долго от вас что-то скрывали. Скрывали и прятали. Правда выйдет наружу. Либо они сами вам признаются, либо вы случайным образом эту правду узнаете и все равно с них спросите. Здесь вы будете с ними разбираться. Здесь продолжительная беседа. Может быть, кстати, не один раз вы будете общаться. Пока вы до самого прям донышка не докопаетесь, вы от них не отстанете. Но эта правда, она нужна, она важна. Здесь не только правда важна, но и причины, да, почему это случилось, почему люди пошли на это, да, что было в истоке. Ну, будете разбираться, будете делать правильные выводы. И даже вижу, что кто-то будет пытаться наказать этих людей, да, которые от вас что-то прятали и скрывали. Так, еще стычка с большой крысой у вас состоится. Крыса, кстати, очень наглая, я бы даже сказала, оборзевшая. Стычка. Крыса, кстати, как будто бы чем-то накачанная, да, вот она не настоящая. Она себя как раздула, да, вот этим, как гелием, как шарик раздула себя. Ну, типа, смотрите, какая большая страшная крыса. На самом деле это все как бутафория. Вам высшие силы в руки дают огромную дубину. Ну и как пожелание, да, либо послание. Не стесняйся, да, пользуйся этой дубиной. Но по дубине может отыграться что угодно, начиная от, например, каких-то людей, да, знающих, умеющих, как службой поставленных защищать интересы граждан, заканчивая, например, действительно какими-то инструментами достаточно мощными для того, чтобы на эту крысу воздействовать. Я вижу, что стычки не избежать. И я вижу, что вам просто судьбой обещано победить. Но по-другому быть не может. Вы гораздо сильнее, чем эта крыса. Возможно, даже это и ваше призвание, которое вы только начинаете осваивать. Быть таким крысобоем. Искать зло, его обнаруживать и с ним бороться. Но вижу, что вы эту крысу будете метелить. Достаточно мощно, достаточно больно. Зря эта крыса идет в вашу жизнь. Так, еще в вашу жизнь ворвется какая-то гимнастика. Гимнастика, акробатика. Вернее, вам придется освоить приемы из гимнастики и акробатики. Здесь вы будете крутиться, как гимнаст, да, будете крутиться. Очень много событий в один момент будут приходить в вашу жизнь, либо просто на голову вам сыпаться. И нужно будет везде успевать. Везде. Если вы привыкли вести малоподвижный образ жизни, вам, конечно, тяжело придется. Но если вы бодрый, активный человек,
Ну, здесь я даже вижу, удовольствие будете получать. Либо настолько наловчитесь, да, везде успевать и все делать, что будете сами от себя кайфовать. Но вы молодец, вы молодец. Здесь вижу, будете крутиться, вертеться. И смотрите, и ногой что-то там делаете, и рукой, и другой ногой. Ну, прям акробат, точно акробат. Вижу у вас еще кольцо, но кольцо как союз. Это не колечко в прямом смысле слова, это именно союз. Кто-то вам будет предлагать союз с правой стороны. И здесь как руки пожимают люди. Ну, как договоренность какая-то будет, договоренность. И знаете, для вас эта договоренность, она очень выгодна, либо очень желанна. Эта договоренность будет достигнута и союз будет заключен. Хороший очень знак. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.